Прежде чем сесть за руль экзаменационной машины, Зелимхан Баталов несколько месяцев оттачивал мастерство езды в автошколе. Парню еще прошлым летом исполнилось 18 лет, и он планировал, не оттягивая, пойти в армию. Прошел отбор на осенний призыв 2020 года, но, услышав о бесплатном обучении призывников в автошколе, решил отложить службу до весны 2021, но уже с правами. Сейчас сдают внутренний экзамен по вождению Б и С категории. Первое – вождение большегруза. Для армии это в приоритете. Зелимхан с легкостью проходит весь путь, начертанный на экзаменационной площадке. Следующая категория – Б. Такие навыки в армии не востребованы, но на гражданке важны. Пройдя испытания, будущий новобранец делится своими результатами. С категории сдать раз. Уже С категории армии доводишь. Б попробуйте его сразу. На следующей неделе в автошколе курсанты получают все необходимые знания. Обучение проходит больше 2 месяцев. 190 часов на теорию и практику, а то и больше, в зависимости от выбранной категории. Обучение проходит больше 2 месяцев, 190 часов на теорию и практику, а то и больше, в зависимости от выбранной категории. Чтобы получить права, нужно пройти 3 этапа экзамена. Первый – теоретическая часть, второй – внутреннее вождение и последний – езда в потоке реального дорожного движения. Время ограничено до весеннего призыва пару месяцев. В этом году перед комиссариатом Ингушетии стоит задача подготовить 30 человек с удостоверением категории С. И возможность пройти эти курсы для призывников – большой плюс. Первое – это бесплатно. То есть платить не нужно. Ты бесплатно обучился, получил права. Затем тебя направляют войска. Там, соответственно, в лучшие места ты попадаешь. Плюс бесплатно водительский стаж у тебя будет там во время службы, идти, ты будешь там водителем. Как правило, такие ребята остаются и на контракт. Там водители, они востребованы. Могу сказать по опыту, они действительно востребованы. Плюс надбавка у них есть. Обучение проходит в 2 автошколах ДОСААФ Республики – в Сунжинской и Назрановской, по 15 человек в каждой. Если в Сунже сдают экзамен сейчас, то в Назране еще на прошлой неделе. Из 15 человек с испытанием справились 13. Остальные смогут повторить попытку на следующей неделе. А вот сунжинским курсантам повезло меньше. Экзамен провалили 5 человек. Вместе с призывниками сдают экзамены и остальные. Всего на площадке более 80 человек. Согласно закону, управлять транспортным средством можно только по достижении 18 лет, предварительно пройдя обучение в автошколе и успешно сдав экзамен. Многие сдают на права не в первый раз, а статистика по сдаче оставляет желать лучшего. Приблизительно теоретический экзамен процент составляет 17 за 2020 год. 17% это. Первый этап 19% и экзамен в условиях дорожного движения 21%. За январь месяц цифры намного ниже уже. Получается теория 8%, закрытая площадка 5% и в условиях дорожного движения 7%. Самая маленькая республика в России в лидерах по количеству дорожно-транспортных происшествий. И большинство из них случаются из-за незнания или игнорирования элементарных правил дорожного движения. И первая составляющая в этой цепочке – купленные права. Далее Асканова, Адам Гулоев, Магомед Дидигов. Новости 24.